Ученые-гидроэкологи из Казанского федерального университета исследуют гидрологические объекты Абхазии, то есть озера. Сейчас мы находимся на озере в Бабушаре. Это рукотворный водоем, и ученые смотрят на то, насколько оно чистое, насколько в нем богатая флора и фауна. Но не будем верить им на слово, посмотрим на показания приборов. Первый шаг полевого исследования – сбор донных отложений. Личинки насекомых, моллюски, ракообразные, мальки рыб – главные индикаторы чистоты водоема. Если дно безжизненно, значит экосистема отравлена. Но здесь ученых ждал приятный сюрприз. Так, и что у нас тут происходит? Да, здесь мы ищем организмы, они называются зообентос. Это личинки насекомых, могут быть моллюски, ракообразные, которые составляют основу пищевой цепочки. Это брюхоногий моллюск. Они здесь уже, к сожалению, мертвые, не живые. То есть они здесь когда-то жили. Может быть, мы и живые экземпляры тоже найдем. И есть личинка стрекозы. Вот она здесь ползает. Я тут вижу какую-то маленькую рыбку. Ну это надо отдельно нам ее положить. Ну, пока сюда сложим. Да, мальки тоже попадаются в бентосе, потому что они как раз тоже едят те организмы, которые у нас здесь могут попасться. Помимо донных отложений, ученые замеряют ключевые физико-химические показатели: содержание растворенного кислорода, минерализацию и электропроводность. Есть прибор кондуктометр, который говорит о содержании солей, он говорит об удельной электропроводности, и по нему можно рассчитать, именно расчетным путем можно рассчитать минерализацию воды. Поэтому опускаем воду, нажимаем на кнопку и смотрим. Финальный замер показывает почти 8 миллиграммов кислорода на литр. Это очень хороший показатель. Минерализация воды составляет около 140 миллиграммов на литр, что делает этот искусственный пруд близким по составу к чистым горным рекам Абхазии. И вот мы видим с вами, что прозрачность тоже достаточно высокая. То есть это не инкит, например, где прозрачность низкая. Это тоже говорит об очень, о хороших сложившихся условиях. То есть в настоящее время здесь хорошее содержание кислорода. Вот уже сейчас у нас вот уже показатели увеличились уже почти до 8 миллиграммов на литр. Это очень радует. Вот. Здесь хороший температурный режим и минерализация, соответствующая природным водам Абхазии с горных рек. Исследователей поразило не только качество воды, но и подводный мир Бабушарского озера. Густые заросли водных растений образовали здесь сложную экосистему, где соседствуют сразу несколько редких видов. Видите, рдесты какие, да? То есть иные виды рдестов красивые. Вот. Рдестов вообще видов очень много. И вот я считаю, что это пузырчатка, но тоже опять-таки, вот видите, у нее даже характерно очень, то есть как будто пузырьки на пузырчатки. Многие вообще краснокнижники тоже. Это озеро неожиданно оказалось одним из самых интересных в гидроботаническом плане в Абхазии. Однако за этой природной гармонией видна и антропогенная нагрузка. Ученые фиксируют следы выпаса скота, из-за чего мелководные участки начинают активно зарастать. Мы видим, что купаются коровы, поэтому в этом месте, где купается корова, купаться не следует совершенно точно. Здесь будет избыточное поступление биогенных веществ, которые приводят к зарастанию. Вот если вы оглянете сюда, вот эта такая отделенная часть небольшая, она очень активно, кстати, зарастает. Тут и ладея канадская, тут и еще некоторые виды, которые надо еще определять, некоторые виды, которые вот мне даже не все знакомы. Но благодаря этим зарослям тут поселились и животные. Нам удалось увидеть болотных черепах и даже водных млекопитающих. Нам удалось увидеть на Бабушарском водоеме млекопитающее. Это животное очень похоже на нутрию, но только ближайшее рассмотрение позволит отличить его от собратьев. Животное нас не очень-то боится, но вблизи рассмотреть возможности нет. Этот рукотворный водоем у аэропорта, созданный как часть дренажной системы, открылся ученым с неожиданной стороны. То, что казалось обычным прудом, оказалось богатой и, вероятно, уникальной экосистемой. Информация о том, в каком состоянии находятся водные объекты, в частности, вот этот рукотворный Бабушарский водоем, необходима для того, чтобы понять, подходят ли эти достаточно близкие к городу и к аэропорту объекты для рекреации, то есть для отдыха, а значит и для развития инфраструктуры. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.